Я хотел бы предоставить слово нашему замечательному гостю, заместителю министра экономики республики Александру Дмитриевичу Афанасьеву. Пожалуйста. Спасибо. Ребята, всех приветствую. Очень приятно видеть так много людей. Смотрите, у меня вот такой есть вопрос. Вы знаете, какой праздник мы в этот же день в прошлом году праздновали? Слышу шепотом, кто правильно говорит. Громче скажите. Да, Да, это было столетие республики. Сегодня, в этом году нам сегодня 101. Вот. Если говорить о будущем, да, вот у нас диапазон планирования был до 30-го года. Если говорить о будущем, то лучше, конечно, взглянуть в прошлое, прежде чем начинать прогнозировать. Это такой, это лайфхак, как это делается, да? Поэтому, раз уж мы уже прошли такой рубеж столетней государственности, я подготовился к этому разговору, хотел показать вам прошлое, да? То, что было в Якутии 100 лет назад. Поскольку я работаю в Министерстве экономики, это будет экономический немножко показатель. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, несколько показателей. Вот в левой части слайда вы видите сами показатели было и стало. То есть, что было 100 лет назад и что сейчас. Да? Численность населения наша возросла более чем в 3 раза. Обратите внимание, грамотность. Да? 16% грамотных людей было в Якутии, сейчас 100%. Образование доступно каждому. Детских садов было всего 5 на всю республику, сейчас 835. В каждом муниципальном образовании есть они. Школ 623 сейчас, тоже 60 раз, да, больше стало. Поликлиник, обратите внимание, как люди без кинотеатров жили. Ходите в кино? Да, вот. Там, если про программе говоря, кино показывали. Но показывали кино в домах культуры, и очень редко. И это такое важное событие было в жизни людей, да? Продолжительность жизни. Жили тяжело. 45 лет продолжительность жизни была средняя в республике. Сейчас у нас там приближается к 73. Это выше, чем в целом по стране. Количество детей на женщин, зато рожали много. Братиков и сестер у всех было много, да? У нас нет, у нас и сейчас нет Биг Мака, да, и раньше его не было, поэтому есть такой показатель, экономический индекс Биг Мака называется, да? Мы вот вместо индекса Биг Мака взяли килограмм муки, это тоже очень ходовой товар, как и сейчас, так и в прошлом. Есть такое сравнение, сколько килограмм доступно человеку на одну зарплату, да? И транспорт, развитие транспорта, оно просто колоссальное. 69 дней раньше до Москвы добирались люди. Вот. А во второй половине слайда вы видите основные вехи в истории республики. Я этот слайд оставлю для академии, потому что более подробно пройдемся. Да? Следующий слайд, пожалуйста. По индексу человеческого развития Якутия сейчас занимает 2-е место на Дальнем Востоке и 9-е место в России. Это высокие позиции. Отмечается ежегодный рост населения. Ожидается продолжительность жизни 72,9, 72,6, написано, 72,9. Это по итогам 2022 года. Средний возраст рабочей силы у нас 42,9, почти 43 года. И это показатель, он на 4,5 года моложе, чем по России. То есть у нас рабочая сила молодая, и это огромное преимущество для экономики. В республике проживают сейчас 120 национальностей. Национальности, это понятно, якуты, русские, венки, вены. Есть 1% киргизов и другие национальности, там 6%. Но при этом у нас все жители очень добрые. У нас уровень удовлетворенности населения межнациональными отношениями очень высокий, 77%. Далеко не везде в субъектах Российской Федерации такой показатель. У нас он один из самых высоких. Следующий слайд, пожалуйста. По рейтингу общих запасов всех видов природных ресурсов Республика Саха-Якутия занимает 1-е место. Нас оттуда никто не сместит. Это мы с огромным отрывом там на 1-м месте.
Зарегистрировано 2402 месторождения полезных ископаемых. Это 59 видов минеральных и углеводородных минералов. Да? На долю республики приходится 82% запасов России по алмазам, 82% сурьмы, 61% урана, а также 47% разведанных запасов угля. А кроме того, у нас еще много природного газа и нефти, и этот объем составляет 35% от всего объема Восточной Сибири и всего Дальнего Востока. То есть запасы огромные. Ну и у нас, к тому, что у нас много промышленности, все равно у нас экологическая ситуация считается одной из самых лучших в Российской Федерации. Да? У нас, это благодаря тому, что у нас 37,8% площади всей республики, а у нас гигантская республика. Да? Это вот площади особо охраняемых природных территорий, где вообще никакого антропогенного влияния не может совершаться. Да? Даже строительство нельзя. И на долю республики Саха-Якутия, вот представляете себе, да, все территории мира, на долю республики приходится 10% всей неиспользуемой в хозяйственном процессе территории. То есть у нас земли, такой природной очень много. И это может быть наше дальнейшее наследие будущим поколениям, и так и нужно продолжать. Следующий слайд, пожалуйста. И вот, экономика республики сейчас формирует 23% совокупного объема валового регионального продукта Дальнего Востока и сохраняет лидирующие позиции по объему ВРП, инвестиций и налоговым поступлениям. Вот ваш покойный слуга, в частности, курирует инвестиции. И смотрите там какой рост. 129. На Дальнем Востоке 110, в России в целом 104,8. То есть мы троекратно превышаем Дальний Восток и на 30% увеличили. В прошлом году просто колоссальный объем инвестиций был. Вот. Это все в будущем. Основной вклад в ВРП у нас, естественно... давайте я задам вопрос. Знаете, какие предприятия вносят основной вклад в валовый региональный продукт? Роснефть. Да. Саханефтегазбыт. Да. Колмар. Да. Алмаз-Навара. Да. Газпром, да, Сургутнефтегаз. Все крупнейших недропользователей назвали, это отрасль промышленности, добыча полезных ископаемых, это ни для кого не секрет, это самые большие доходы для нас. Вот. Следующий слайд, пожалуйста. Сегодня у нас действует стратегия социально-экономического развития до 1932 года с видением до 2050 года. Она утверждена в 2018 году. Это стратегический государственный документ, основной документ, в котором прописано, как и с помощью чего мы будем развиваться, куда будет наша республика двигаться, в части экономики. Сегодняшняя стратегия у нас включает 5 стратегических целей. Это высокий уровень жизни человека, это эффективное управление территориями, глобально конкурентоспособные и базовые отрасли экономики, развитие несырьевой экспортно-ориентированной экономики и сохранение природы для будущих поколений всего мира. Вот, на этих 5 приоритетах держится вся наша стратегия, вся политика государства, и это самое важное, что сейчас необходимо делать. Да? К 50 году республика должна стать территорией успешных людей, чистой природы и умной экономики. Примером успеха северного региона на международной арене. То есть мы должны себе заявить. Далее. Вот, это показатели, которые в Якутии будут, по нашим прогнозам, через 10 лет. 1 040 000 населения, 86% это круглогодичная транспортная доступность, то есть это мосты через наши северные реки. 86 населенных пунктов будет подключены к оптике. Вам здесь вот везет, а ребятам, вашим сверстникам, которые на севере, не всем так везет, у них нет интернета до сих пор. И вот каждый год мы новые и новые населенные пункты подключаем. Важная работа для развития человечества. Сейчас 80 лет это будет продолжительность жизни прогнозируемая.
77 у нас благоустроенного жилищного фонда. Тоже огромная работа по стройке идет. У нас, знаете, сложности с мерзотой и так далее, что у нас здания в аварийные приходят быстрее, чем там, где нет мерзоты. Вот. Ну, борьба продолжается, да. Безработица у нас будет составлять 5%, 5,2%, да. И уровень бедности, он сейчас у нас около 19%, будет составлять 9%. То есть это упор в части вот, инвестиций, допустим, упор на это делается всегда. Это нужны рабочие места, это нужна высокая заработная плата, чтобы люди смогли выйти из зоны бедности. Да? Дошкольное образование будет доступно каждому, 100%. Ну и средний класс – это основа общества в государстве, да? Он будет составлять у нас 30%. Вот такие приоритеты, такая стратегия. Спасибо за внимание. Замечательно. Там вопросы, наверное, должны быть или нет? Да? Можем, да? Кто-то может спросить? Вот. Обычно Артем спрашивает что-то хорошее. Давай. Как вы думаете, все-таки будет мост или нет на нашем веку? Ну, не на веку. В течение этого десятилетия планируемого будет ли мост через Лену? Будет ли Именно мост через Лену? Ну, коротко, да. Он будет. Сейчас, на самом деле, подготовительные работы ведется уже даже небольшие земляные работы, это часть строительного процесса. Проектирование его продолжается. Сложности есть с определением финансирования, но они тоже как бы варианты, которые просчитываются, есть. Тут, скажем так, это в одном симбиозе работают и инженера, и финансисты, и наши государственные руководители. Я уверен, что мост у нас будет построен, и скоро мы все по нему покатаемся. Может, такая еще дополнительный вопрос. Как вы думаете, насколько это повлияет на экономику, ну, скажем так, получается, восточной части Якутии, которая отделена Леной? То есть, насколько она вырастет или вообще, или хуже станет, например? По нашим оценкам, я сейчас вот цифры не вспомню, но я помню, что инвестиций будет создано новых производств и предприятий до 20% ускорения роста темпов развития экономики, скажем так. Это будут созданы новые предприятия, которые за счет логистики могут исправить свою, скажем так, неэффективность самого инвестиционного проекта, но с упрощением логистического пути и снижением себестоимости они могут быть реализованы в республике. И таких проектов много, на самом деле. Есть отдельный реестр проектов, которые ждут реализации моста, грубо говоря. Да? Естественно, есть там и добычные проекты, но в основном это сфера услуг, это сфера обрабатывающих производств. Вот, да, в районе Якутска и вот заречных районов. Транспортный узел в Нижнем Вестяхе активно будет развиваться. Это опорная точка будет. Он и сейчас логистический узел, да? Но с созданием моста это, конечно, совершенно иная история будет. Груза пойдут быстрее, не будет требоваться депонационные там склады. Вообще, в принципе, складирование не потребуется столько. Вы знаете, наверное, да, на период, когда у нас нет навигации, склады наши наполняются там 4-месячным запасом, это тоже вредит экономике, потому что замораживается процесс торговый. Вот. Кроме того, откроется путь через восток на Магадан, да, дорога создастся. Да? Это в обход южного пути через Байкало-Амурскую магистраль, то есть более прямой путь, это также потоки. Здравствуйте. Да. Спасибо большое за презентацию. Внушает цифры, внушает доверие, уверенность, да, в будущем. Интересно, у меня очень вопрос насчет развития туристического вопроса в нашей республике, потому что республика может приложить варианты отдыха для всех, да, это и горы, и озера, то есть даже в нашем районе, например, озеро Топка есть. И вот очень интересно хотелось бы узнать, как будет развиваться направление туристическое, да, различные национальные парки, различные такие вот вещи. Спасибо.
Да, туризм сейчас это актуальная тема, она актуальна сейчас особенно, потому что есть ограничения на выезд, и в то же время это как бы хороший такой стимул для развития нашего собственного внутреннего туризма. Перспективными направлениями являются всем известные Ленские столбы, напротив него есть поселок Патамай небольшой, да, прямо на другом берегу. Потенциально это очень такая перспективная территория для создания туристического кластера. Там уже есть инвесторы, которые построили там определенные туристические объекты, и еще больше инвесторов планируют там, да, крупные санатории будут, отели. Для этого необходимо решить вопрос с дорогой до Батамая и там, с электричеством. Этим сейчас я непосредственно занимаюсь. Кроме того, у нас строятся 2 гостиницы, точнее сейчас проектируются и уже земельные участки определены. 2 гостиницы в городе Якутске. Это средства размещения для туристов, которые прилетают в Якутск, поскольку у нас номерного фонда в Якутске, если вы не знаете, не хватает для роста туризма. И стоимость у наших отелей она дороже, чем в Москве даже сейчас составляет. В пике. Вот. Международный терминал аэропорта Якутск необходимо расширить. То есть терминал, который вы все знаете, это Сарвон, который, да, это для внутренних авиалиний. А для международных у нас там справа небольшой терминал, он немного устарел, прошло уже 15 лет, да? И он требует реконструкции для увеличения турпотока. Также перспективными направлениями являются Аймикон, полюс холода, Хандыга, в Мирнинском районе. Туристических локаций их на самом деле, но в любом случае прилет в Якутию это все равно город Якутск. Да? Соответственно, здесь инфраструктура в первую очередь должна развиваться. И вот это мы и прорабатываем. Потенциально Министерство предпринимательства, торговли и туризма, они прогнозируют, что турпоток сейчас нас посещает ежегодно где-то 100-120 тысяч туристов. Они ожидают, что когда мы решим вот эти вопросы и введем новые отели, терминал построим, там дорогу сделаем, у нас турпоток возрастет до 500 тысяч, соответственно, и сфера туризма начнет более зарабатывать, там появится больше турагентов, соответственно, и новые маршруты будут открываться. Люди как бы не сидят на месте, если появится дорога до одного участка, они найдут другой труднодоступный, и все равно появятся, будут новые открываться места. Так что перспективы туризма у нас громадные, особенно говоря в том ключе о том, что у нас и особо охраняемых природных территорий много, природных заповедников и памятников природы. Поэтому сейчас это становится еще и больше, такой модной тенденцией это сегодняшнего времени, это экотуризм. Перспективы хорошие. Спасибо большое. Можно, я короткий вопрос спрошу, сказать, просто всем ребятам обычно интересно, какое у человека образование, где он учился, потому что они тоже хотят когда-то стать, наверное, министрами экономики, Пожалуйста, скажите, где вы учились? Я закончил 23-ю среднюю школу города Якутска и сразу же поступил в ЯГУ тогда имени Максима Кировича Амосова, финансово-экономический институт, кафедру менеджмента закончил. И сразу же практически, я еще на студенческой практике уже практикантом получал заработную плату, работал по специальности, и оттуда моя карьера началась. Супер. Спасибо огромное.